Здравствуйте! Сегодня начинается неделя детско-юношеской литературы, и я записываю это видео специально для читателей библиотеки «Школьный мир». Меня зовут Кычкина Екатерина Александровна, я поэт, автор сборника стихотворений «Стихия», член Союза писателей Республики Саха-Якутия, член Российского союза писателей, а также региональный представитель международного творческого молодежного проекта «Поэзия в лицах». Сперва несколько слов о моем творческом пути. Стихи я пишу с детства в виде коротких четверостиший, детских песенок, которые я сочиняла сама на ходу. Мне всегда казалось, что это очень естественный процесс. И школа только поддержала мой интерес к литературе. Я очень много читала, в том числе и литературу, которая не входила в школьную программу. Мне это очень нравилось. У моих бабушек и дедушек и по маминой линии, и по линии отца, у них, насколько я помню из моих воспоминаний детства, всегда были очень обширные библиотеки с разнообразной литературой, и я очень много читала. Также я очень часто ходила в библиотеку нашу школьную и тоже брала книги, сидела. Мне очень нравилось узнавать что-то новое. Далее, в юности, я продолжила писать стихи уже на более осознанном уровне. Я уже понимала, что я делаю, но мне все еще казалось, что это ничего особенного, ничего серьезного, что это делают все. Ну, давайте будем честными, кто не пишет стихи в 14-15 лет? Я думаю, что многие из нас пробовали себя в этом жанре. Но здесь произошло уже мое становление, можно сказать. Возникла перемена темы. Я стала задавать больше вопросов к себе и к окружающему миру. Я стала думать о природе человека, о мотивах поступков, об эмоциях. Вот. И так продолжалось несколько лет. Но я писала в стол. Я никому не показывала мои стихи, мои родные тоже не знали о том, что я пишу. Но это не от того, что я стеснялась, а скорее от того, что я не воспринимала это серьезно. Я училась в Московском государственном университете имени Ломоносова на экономическом факультете направления менеджмент. Мое образование вообще не было связано с литературой, со стихами. Я думала, что это что-то такое вроде хобби. Вот. В какой-то момент, когда у меня уже набралось очень много стихов, и, можно сказать, я уже более или менее отточила свой литературный стиль, в какой-то момент я просто поняла, что я готова. Я начала участвовать в конкурсах. Я начала отправлять свои стихотворения на разные фестивали. Я начала отправлять свои стихотворения для печати в газетах, журналах. И в определенный момент я созрела для издания собственного сборника стихотворений. В моем случае это сработало. То, что я дала себе время на становление себя как автора. В тишине. Мне было необходимо это время. Молчание, когда я писала в стол, и потом, просто созрев, выйти на свет. Я думаю, что у каждого автора в своей жизни собственный путь, совершенно особый, неповторимый, не похожий ни на что. Но у меня был такой. Да, я начала с конкурсов, я начала именно с фестивалей, с форумов. В 2014 году я приняла участие в конкурсе «Поэт года». Я стала лауреатом в одной из номинаций. Это мне очень помогло, это меня вдохновило на новые свершения. Это просто показало мне, чего я стою и чего стоит то, чем я занимаюсь. Это показало мне, что поэзия — это не так несерьезно, как я думала раньше. Показала мне, что поэзия, она действительно всегда будет в сердцах людей и всегда будет иметь место в нашей жизни.
Вот. После этого я приняла участие на форуме. Есть такой всероссийский молодежный форум Таврида. Вот. В 2017 году я туда поехала от нашей республики Якутия на смену молодых писателей, поэтов и деятелей литературы. Это был очень интересный опыт. Мне понравилось, как организован форум. Мне понравилось то, что в одном месте было собрано очень много творческих людей. И вот действительно там можно было почувствовать себя частью чего-то большего. Именно оттуда, с Тавриды, я привезла обратно очень много нового опыта, новых связей. Именно на Тавриде я познакомилась с автором проекта «Поэзия в лицах», который мы позже воплотили здесь, в Якутии. Вот. Спасибо за это, Тавриде. Также я принимала участие в конкурсе, фестивале «Русские рифмы». Ездила на финал в Екатеринбург. Тоже познакомилась с очень интересными людьми, с ребятами, молодыми поэтами со всей России. Это было восхитительно, потому что в нашей жизни, хоть мы и живем в мире, где господствует глобализация, где у нас есть интернет, и все находится буквально на расстоянии одного клика мышкой, одного щелчка, на самом деле довольно сложно найти себя в этом мире молодому поэту, молодому автору, молодому писателю. Потому что, возможно, это творчество именно вот этого направления, это нечто, что требует определенной доли уединения. И иногда у молодых авторов, вот с кем я общалась, у поэтов, у них возникает впечатление, что они одни. Я помню, как это было у меня, но, слава богу, для меня это не послужило препятствием. Однако я понимаю, как это тяжело, и понимаю, что для многих это может оказаться довольно тяжелым испытанием. Поэтому я хочу показать и рассказать всем молодым ребятам, всем начинающим поэтам и писателям нашей республики, что нас на самом деле много. И каждый важен, каждый нужен, каждый несет в себе ценность. Любой творец — это просто прекрасно, и любое творение, оно прекрасно. Хотелось бы сказать несколько слов о роли форумов, конкурсов, фестивалей в развитии и становлении молодого автора. По моему мнению, это очень полезные инициативы, очень полезные мероприятия, особенно на первой трети творческого пути. Они очень помогают в том плане, что человек сравнивает уже себя с другими авторами и набирается опыта, набирается новых приемов, набирается новых литературных направлений, набирается, в принципе, вдохновения от других авторов. Также расширяется круг единомышленников, и многие авторы, пообщавшись вот на тех же самых форумах, могут создать творческие союзы, коллаборации, могут попробовать себя в новых экспериментальных видах поэзии. Почему нет? Могут найти связи новые, полезные, могут начать участвовать в каких-то проектах. Также обычно на форумах присутствуют довольно-таки именитые наставники, которые могут направить молодого автора, подсказать ему что-то, произвести разбор произведения, то есть критика объективная, она тоже помогает. Именно поэтому я после всех этих форумов, вернувшись в Якутию в 2018 году, я познакомилась тогда с автором проекта «Поэзия в лицах», и я буквально в августе я вернулась, и в сентябре, уже в начале сентября мы начали работу над
организации конкурса здесь у нас в Якутии, потому что я хотела показать молодым ребятам, поэтам о том, что они не одни, что они нужны, что они важны, что творчество — это очень важно. И, честно говоря, я считаю, что мне удалось сплотить некое такое небольшое сообщество, и мы стараемся продолжать нашу работу. После уже поэзии в лицах нас приглашали разные организации, мы выступали у нас на мероприятиях рождественских при православной церкви. Потом, позже, в 2019 году нас приглашали в Малую академию наук проводить литературные вечера, встречи с ребятами, образовательные мероприятия. Я хочу прочесть стихотворение, которое было написано мной специально для открытия выставки «Поэзия в лицах» в Якутске в 2018 году. Откройте нам правду, поэты. Скажите, откуда берутся такие слова, что в нас пробуждают желание жить, такие, что кругом идет голова? Откуда спускаются к вам ваши музы и строки, такие кладут на листы, что кажется легче любая обуза, и ближе становятся наши мечты? Скажите, поэты, как это возможно? Вы люди из разных времен и веков, но ваши стихи пробирают до дрожи, звуча на любом из земных языков. Поэты, ответьте! Ответьте, поэты, хоть многое сказано было до вас. Как пишете вы рифмы меткие эти, и ваш не беднеет словарный запас? Из нашей души и от самого сердца. И главная тайна — мы пишем, любя. Поэзия в лицах, поэзия в сердце. Мы пишем не просто стихи, а себя. Меня часто спрашивают, откуда берется вдохновение. Вдохновение, оно в воздухе, буквально. Оно вокруг нас, оно везде. Это не только природа и красота природы, и родной край, и наши близкие люди. Это в целом вся жизнь, люди вокруг, их поступки, их мнения. Это актуальные события, которые происходят в мире. Это какие-то исторические события, важные для нашей страны или для любого другого государства. Это могут быть личные переживания человека. Это могут быть стихи других авторов. Очень легко. Это могут быть литературные произведения, это могут быть книги. Это могут быть фильмы, это могут быть песни, это может быть музыка. У каждого автора вдохновение свое собственное. Но в целом оно берется откуда? Оно берется из жизни. Это то, что волнует человека, то, что волнует автора. И то, о чем он хотел бы поведать этому миру и окружающим. Как сказал один из наставников, если вы можете не писать, не пишите. Но если вы не можете не писать, тогда пишите. И пишите, и пишите. И, к слову, о вдохновении мне хотелось бы прочесть одно стихотворение моего авторства. Люди очень многие музою владеют, пишут, сочиняют, лепят, шьют и клеят, только тропы творчества каждому иные, у кого-то ровные, у других кривые. Только вдохновение уж кому какое, то ли солнцем в небе, то ли ветром в поле, то ли счастьем хрупким, то ли болью в сердце, то за дверь прогонит, то зовет согреться, то змеей ужалит, то заплачет птицей, журавлем в болоте, в небесах синицей, неудачу в битве завершит курганом, станет летним бризом или ураганом, на кого-то камнем со скалы сорвется, а кому по-детски светло улыбнется.
Одному мгновение яркое, как солнце, а другому бледный свет луны в оконце. То ли светлый дар, то ли сердцу мука, может, интуиция, может быть, наука. Люди очень многие могут стать творцами. Все мы вдохновение выбираем сами. Что касается того, как можно улучшить стиль, как можно развить свои способности, здесь у меня единственный совет — обратиться к литературе. Это больше читать, заниматься саморазвитием, повышать свою грамотность, расширять кругозор, искать новое вдохновение. Все это можно сделать с помощью библиотек, электронных ресурсов, предоставляемых библиотеками. Может быть, это какие-то творческие встречи, может быть, это те же форумы или фестивали. Это может быть просто общение с людьми. Я считаю, что человек творческий, особенно писатель, должен быть развит разносторонне и эрудирован для того, чтобы хорошо писать. Потому что на самом деле в любом произведении всегда очень много разных аллюзий, ассоциаций, разных намеков. Как сейчас говорят молодежь, можно сказать, пасхалки, как в компьютерных играх. Какие-то маленькие зацепочки, детали, на которые человек не знающий не обратит внимания, но человек знающий поймет и восхитится. И вот для того, чтобы уметь так писать, человек должен сам знать очень много и развиваться постоянно. Когда мы занимались организацией конкурса «Поэзия в лицах» здесь, в Якутии, поначалу было молчание. И для меня это было очень тревожно и очень странно. И я задумалась о том, почему молчит поэт. И даже вышло интервью со мной в одной из газет под названием «Почему молчит поэт?». Потому что конкурс, он был для молодых поэтов. Молодежный конкурс, то есть мы принимали к участию работы ребят от 16 до 35 лет. И вот почему эта молодежь боялась, почему люди боялись принимать участие в конкурсе. Когда конкурс уже состоялся, на самом деле мы получили очень много заявок из разных регионов нашей республики. И когда уже после конкурса я спрашивала наших финалистов и других участников, и очень многие из них говорили: мы боялись. Мы переживали, что мы не соответствуем уровню. Мы боялись, что это конкурс для талантливых, а мы обычные. Такие сомнения, они очень естественны для любого творческого человека. Но я лично от себя хочу дать совет всем, кто пишет, и всем, кто только собирается начать писать. Не бойтесь. Не бойтесь писать, не бойтесь открыть свой внутренний мир людям. Поверьте, вы прекрасны, ваше творчество прекрасно. Вы заслуживаете того, чтобы быть услышанными. Не открываясь, невозможно стать лучше. Критика, особенно объективная, на самом деле тоже очень помогает. Когда ты понимаешь, в каком направлении стоит развиваться, где еще нужно улучшить свои навыки, что еще нужно прочитать, где еще нужно подучиться. И в завершение моего сегодняшнего видео я бы хотела сказать вам всем, дорогие читатели, что сейчас в этой непростой ситуации, в условиях карантина, не нужно поддаваться панике, отчаиваться. Давайте вместе с вами использовать это время для саморазвития, для повышения своего духовного, творческого потенциала. Давайте читать больше книг. Давайте пробовать себя в разных видах творчества. Давайте просто использовать этот шанс, чтобы любить своих близких, своих друзей и, возможно, быть ближе друг к другу и в
в целом быть добрее. И в завершение я прочту одно стихотворение как напутствие молодым авторам, да и вообще каждому человеку. Не слушай никого, прошу, не слушай, живи как можешь, строго напрямик, и тем спаси израненную душу, что время будет кратким, словно миг. Не принимай вовек ничего участия, ведь сердце не видать из-за плеча, и правдой слово будет лишь отчасти, а чувства с корнем срубишь сгоряча. Дыши, прошу тебя, свободной грудью. Нельзя упасть однажды, не взлетев, не выстрелить, не зарядив орудий, и без драконов не спасти прекрасных дев. Мечтай смелей, оставь тюрьму из страхов, и прошлое пусть будет позади. Цени красу рассветов и закатов, открой глаза пошире и гляди. Твори, твори, поверь, ты можешь много, не бойся что-то новое начать. Ты сможешь все, и вот твоя дорога из желтого, как охра кирпича. Не слушай никого, меня не слушай. Слова прольются мимо, как вода, не задевая сердце через уши. Я только лишь прошу, поверь в себя. Вот так, дорогие мои друзья, просто давайте верить в себя. Я еще раз желаю вам всего доброго, поздравляю со Всемирным днем поэзии и до новых встреч. Спасибо.